Хочешь, как на Украине? А давайте их всех посадим. Расскажи мне про первый раз. Опозорилась по полной. Это было выгодно? Подленько, я бы так сказала. Ты надеешься, что Александр Григорьевич тебя поймет? Они кого хотели наказать? Меня? Уф. Ну, да. Это канал «Жизнь Малина». Я Никита Мелкозеров и наша гостья Саша Герасименя. Чтобы понимать, мы с тобой пишемся в день, когда задержали и осудили Лену Левченко. Как ты узнала и как ты отреагировала? Ну, я думаю, узнала, как и многие, через знакомых о том, что Лена была задержана. А учитывая то, что она сегодня должна была улететь в клинику как раз там, по лечению своих травм, ну, это было так особо подленько, я бы так сказала. Но неудивительно. Как ни странно, у нас сейчас ничего не удивительно. Как я отреагировала, как и большинство, ну, хреново, мягко говоря, но ожидаемо, к сожалению. Так как, судя по последним нашим высказываниям, я так скажу, последним нашим заявлениям, нашим, я имею в виду от нашего кружка, многие люди, наверное, очень обиделись. Очень обиделись, очень приняли это все на свой счет, ну и решили таким образом отомстить. Вы, когда ваш кружок выступает, испытываете страх? Тот, кто боится, он не трус. Мы боимся, но мы делаем. Трус, наверное, тот, кто боится и молчит. Поэтому, конечно, мы тоже боимся, мы переживаем, но это не тот страх, который заставляет сидеть, трястись и как бы лишнего ничего не сказать в таком формате. Мы говорим правду, а за правду не может быть стыдно, за правду не может быть страшно. Поэтому мы просто говорим то, что думаем, то, что знаем, то, что сейчас очень важно сказать. Я правильно понимаю, что в тот момент, когда ты начинаешь читать в Телеграме, либо получаешь звонок, либо там голосовой от друзей, что Лену закрыли, это не страх, это больше какая-то агрессия или какая эмоция? Я даже не могу сказать агрессия. Я же говорю, это настолько предсказуемо. То есть сейчас это настолько все понятно нам, что вот какие действия. Ну, как я говорю, это последние такие судороги уже вот власти. Они просто не знают, что сделать, и как бы уже... А давайте их всех посадим. Посадим всех. Чтобы вот посидеть. Ну и что? Ну посидят. И что? Ну выйдут. И дальше продолжат свою деятельность. Это не страшно уже. Как они думают, это не страшно. То есть мы это понимаем, мы все осознанно на это шли и понимаем как данность, да. Саша, посидят или посидим? Посидим, сколько у нас людей уже в стране посидело, скажем так. Посидим и мы как бы по очереди, хорошо. А что от этого изменится? А для тебя Жодина и Окрестина не страшно? Абсолютно. Мне страшно посидеть в одиночестве, подумать о жизни. Нет, абсолютно. Если в каких-то дискомфортных условиях, для меня это тоже не страшно. Я так понимаю, у тебя еще энергичный ребенок, поэтому... Да, отдохнуть можно. Это шутка, конечно. Но я к тому, что это гораздо страшнее, чем сделка с совестью. Это гораздо страшнее, чем это все видеть и молчать, и видеть какие-то осуждающие взгляды со стороны. Это гораздо страшнее, чем посидеть. Для меня, я думаю, для многих людей в нашей стране. Я провожу какую-то параллель с Координационным советом. Вот Координационный совет, верхушку, как бы, ее по чуть-чуть закрыли, и... Следующее действие – это как бы по чуть-чуть закрыть как бы верхушку СОСа, как организация, которая хорошо звучит и которая много звучит. Было ощущение, что начнется какие-то такие действия? Конечно. Я говорю, что мы это все предполагали, и я уверена, что дальше еще, может быть, это все будет развиваться более стремительно. Но ведь деятельность-то только нами не заканчивается. Лена не является лидером, я не являюсь лидером. Каждый из нас, он не является лидером, потому что мы все являемся неотъемлемой частью нашего кружка, условно. И если кого-то будут выдергивать, работу всей нашей деятельности она не остановит никак. Найдутся те, кто вступят в наш кружок и будут также продолжать нашу деятельность. Поэтому так же, как и в том же Координационном совете, будут добавляться новые люди, которые будут готовы работать на благо.
Вот и все. Окей, Лену сейчас закрыли, ты понимаешь, что это, в принципе, сигнал. А вчера, до того, как бы у тебя баланс восстановился, одного друга отпустили, другого закрыли, к сожалению. Вышел Сергей Чурко. Как ты отреагировал на его задержание? Ну, так же, как и на задержание Лены. Ну, тут, если раньше, в начале, когда-то это было, ой, какой ужас, ну, тем более, когда... А ты можешь вспомнить вот как первую новость про кого-то из знакомых задержанных, и как ты ее переживала внутренне? Ну, я могу вспомнить те новости, которые были вот 9-10 числа, когда задерживали людей, когда били, избивали, когда, ну, реально людям не давали есть. Вот это было реально страшно. Реально страшно, потому что, ну, ты понимаешь, что в таких условиях, ну, нечеловеческих условиях, очень сложно, психологически, и физически, и особенно людям, которые имеют, ну, какие-то там, скажем, физические травмы или, ну, в возрасте, скажем так. И вот тогда, на тот момент, я понимала, что, блин, вот я бы не хотела оказаться на месте этих людей, и очень за них, ну, очень за них переживала, и, ну, очень за них переживала, честно. Но постепенно как-то сейчас это перешло на такой уровень, когда физического насилия нет, и ты понимаешь, что, в принципе, ты можешь спокойно пережить то время, скажем, с пользой для себя. Ты у Чурко уже интересовалась, как ему сиделось, ну, в плане каких-то лайфхаков и подготовки к... Нет, пока мне не удалось встретить Сергея, как там большая команда, которая его встретила. Ну, по сути, так как у меня маленький ребенок, приходится соблюдать определенный режим дня. Но, по крайней мере, и те, кто видел, и как бы тот фидбэк, который получен был, что Сергей получил много интересного, хорошего опыта, и теперь ему есть что написать, и как бы в дальнейшем он абсолютно не собирается сдаваться как-то или отступать, потому что, ну, как бы он сидел за правду, а правда, она такая, что ты от нее не откажешься. А за тебя переживают твои близкие? Конечно, безусловно, переживают. Какого рода у вас были разговоры? Все, конечно, говорят, там, побереги себя, аккуратнее. Но понятное дело, что они мне не могут сказать: Саша, сиди, молчи. Ну, они у вас не было ничего такого с мужем? Ну как, он, конечно, переживает за меня и говорит: ну ты же смотри аккуратнее, как. Но он тоже понимает и знает меня, что я не могу сидеть и молчать. Ну как я буду сидеть? Я никогда не сидела, не молчала. Я никогда не вливалась в струю системы и как-то старалась, вот, скажем, идти вместе с ней. Нет, я всегда высказывала то, что во мне, то, что я чувствую или с чем я не согласна. Поэтому в данной ситуации я тоже не могу сидеть, молчать. Ну, им пришлось принять это как данность. Я сказала: да, вот так, поэтому, пожалуйста, поддерживайте меня, переживайте за меня, но никаких комментариев. Твой муж поддерживает твою точку зрения или поддерживает тебя в плане выработки этой точки зрения? Мой муж на то мой муж, чтобы он меня поддерживал в любой ситуации. Конечно, он меня поддерживает, конечно, он понимает все, что происходит, и, естественно, он старается максимально меня обезопасить от всего, но при этом не запрещать или как-то не препятствовать выражению моего мнения. Я правильно понимаю, или я не доглядел, что он не выражал свое мнение публично? Публично нет. Угу. Могу я тебя спросить, какое у него мнение? Но он меня поддерживает, естественно. Это, знаете, я считаю, что тут, мне сложно судить. Я вообще не собираюсь судить тех людей, которые как бы поддерживают власть. Это их мнение, это их позиции. Но мне она настолько непонятна, мне настолько сложно принять. Это как сказать на черное, что это белое. И мне хочется сказать: ну ты что, дальтоник? Ну ты что, не видишь? Ну я понимаю, это я не вправе этого говорить. Каждый человек со временем поймет это потом. Наверное, когда-нибудь поймет. А если не поймет, то всю жизнь будет обвинять тех черных, да, которые тут пришли, понимаешь ли, и захватили власть. Поэтому сложно не рассмотреть слона среди мух, да. Ну, кому-то ведь удается. Кто-то, я не знаю, закрывает глаза. Кто-то смотрит в другую сторону. Тут очевидно, тут все видно, и это уже, естественно, не вдруг возникло. Поэтому я не буду еще раз говорить, я не буду еще раз их осуждать, я не буду тыкать им пальцем в это. Те, кто надо, и так это все видят, и те, кто надо, как бы
придерживается нужной позиции, нужной в плане правильной. У тебя были разговоры с кем-нибудь из твоих знакомых, там, назовем ее из прошлой жизни, она у всех была прошлая до 9 августа, мне кажется. А были какие-то разговоры по поводу разногласий политических? Мне, наверное, повезло, в моем окружении таких людей нет, которые придерживаются другой позиции. Я, в принципе, считаю, что ну, сейчас я думаю, что очень много, на самом деле, таких разногласий было, особенно в семьях. А я вообще не понимаю, как можно жить с человеком, который придерживается абсолютно других моральных принципов. Как ты можешь с таким человеком общаться и жить? Поэтому, слава богу, у меня в окружении таких людей не оказалось, и я благодарна, наверное, Всевышнему за то, что вот у меня не было каких-то конфликтных ситуаций, и мне не приходилось кому-то доказывать, что вот белое — это белое, черное — это черное. Все и так это понимают. У твоего мужа могут быть проблемы из-за такой активной радикальной жены? Конечно. Ну, конечно, я думаю, да. И, может, как-то будут пытаться с каких-то любых сторон ковырять. Сейчас начались у нас, естественно, у всех проверки. Вдруг откуда-то приезжают какие-то люди, которые вот следят за тем, чтобы ты там все тренировки посещал. С чего это вдруг, казалось бы, да? Столько лет мы жили Прости, спокойно. а как это происходит? То есть у тебя сейчас муж, ну, на работе, грубо говоря, то есть он Да. должен ходить и тренироваться, да? Да. То есть приезжают какие-то люди и смотрят, на месте ли он рабочим, или как это происходит? Конечно, конечно, да. То есть, ну тут, вот тут такой есть тонкий момент. Мы спортсмены высокого класса, я имею в виду, они сами знают, какая нагрузка им необходима. То есть они должны быть за станком, грубо говоря? Да, у нас по контракту прописано там, допустим, 8 8 часов часов, рабочего. как стандартно, как у рабочего, там, любого на заводе, на фирме, где-то еще. Но для того, чтобы мне стать там, олимпийской чемпионкой, мне не нужно 8 часов находиться в бассейне. Мне нужно прийти, 2 часа отработать и уйти. Я знаю это, мой тренер это знает, кто-то там, окружение знает. Но наших чиновников это не волнует сейчас, на данный момент. И они начинают вот этим вот неприсутствием кого-то на тренировках реально прессовать. И этим самым находят повод, чтобы уволить человека. Вы представляете, вот насколько это дико, насколько сейчас нашим спортивным чиновникам наплевать на спорт, на спортивные достижения, на спортсменов, которые пахали столько лет, только ради вот непонятно чего ради, честно даже. Это кто-то из пловцов уже попал под это? Нет, это в принципе вот все те, кто высказали свое мнение, все те, кто каким-то образом не согласны с существующим положением дел, вот им находят вот эти вот юридические моменты, как их уволить, как им не дать возможность продолжить свою спортивную деятельность, спортивную карьеру и, скажем так, защищать честь своей страны. Собственно, чем они занимались столько лет. Это история про Козека, насколько я понимаю, как И вариант. не только. Вот я же говорю, просто некоторых еще не уволили, потому что они нашли вот эту лазейку, и им приходится ходить там по 2 раза в день на тренировку, хотя там у людей и травмы, и какие-то... то есть насколько это дико, насколько это вообще вот звучит, я не знаю, я вот просто хотела бы лично вот пойти и посмотреть в глаза тем людям, которые дают эти приказы, и говорят, иди поплавай. Иди побегай. Скоро так они и будут. И копья метать, и бегать, и плавать, и драться. Все. Потому что некому не будет спортсменов, которые здесь оставались не потому, что им там стипендии платили, а потому что они реально патриоты своей страны, и они хотели выступать за свою страну, а не за какие-то другие страны, которые предлагали им какие-то контракты или возможность выступать. Твой муж внутренне готов, что плавание как бы закончится в ближайшее время? Плавание может закончиться у него только в нашей стране. Он может спокойно выступать под флагом Международного олимпийского комитета. И для того и созданы фонды помощи у нас в Беларуси, для того, чтобы спортсмен, который оказался под репрессией, скажем так, тех, кого уволили, тех, кого шантажируют, имел возможность куда-то даже уехать и тренироваться, и готовиться дальше.
А мы понимаем, что сейчас очень важный год для спортсменов, очень напряженный, так как Олимпийские игры перенесены были. И они, собственно, все ближе и ближе, совсем немного времени осталось. И я понимаю, что многие спортсмены молчат, потому что, ну вот, боятся потерять, как им кажется, самое ценное в их жизни, столько лет труда. Я их понимаю прекрасно, что значит, ну, столько лет готовиться и как бы оказаться мимо. Но мне кажется, вот это внутренний дискомфорт, который они все равно сейчас испытывают, он им не даст все равно использовать свой максимум, к сожалению. То есть они все равно, высказывая свою точку зрения, не высказывая, они все равно оказываются под вот этим давлением, прессингом, вот этим каким-то нестабильностью, то, что происходит, и это все равно скажется на их результате. Но они это пока, может, не понимают. Я предлагаю тебе блиц-ябатик. Почему БЧБ национальный, а не фашистский флаг? Я вообще не привязываюсь ни к какому флагу, честно говоря. И мне, по сути, все равно, какой у нас будет флаг. Мне главное, кто за этим флагом будет стоять. Разве можно выступать против Лукашенко, если без него не будет никакой Беларуси? Ну, такой Беларуси, которой сейчас точно не будет. Будет гораздо лучше. Так говорят же, что будет хуже. Ну, мало ли, кто говорит, собственно. Больше, чем Лукашенко, для белорусского спорта не сделает никто. Для белорусского спорта сделают больше специалисты, которые будут в нем разбираться. Ты хочешь опять в 90-е? Я хочу в 21 век, а мы еще до сих пор живем в 90-х, к сожалению. Хочешь, как на Украине? Я хочу, как в Беларуси. Только в Беларуси, которая сможет проявить себя как реальные белорусы со своими талантливыми людьми, со своими креативными людьми и со своими новыми возможностями. Вас, спортсменов, поддержит государство, а вы смеете его критиковать. Наши спортсмены поддерживают налогоплательщики, которые платят нам деньги за то, чтобы мы тренировались и выступали, собственно, на мировой арене. Поэтому говорить, что поддерживают государство, да, направление, тот курс ведет государство. Но мы, спортсмены, всегда были очень важным элементом в политическом плане. Мы представляли свою страну, и мы для страны важнее, чем страна для нас. Мы говорили с тобой много про патриотизм. Ты его можешь коротко сформулировать? По мне, это просто любовь к тому делу и, скажем, в той стране, в которой ты живешь. Один или несколько раз тебя звали в другие страны? Да. Что за страны? Мне предлагали выступать за Россию. Это какой год? В 2012 году. 2012 год у меня был успешен, и мне буквально за несколько месяцев, ну не месяцев, там, за какое-то время предложили выступать, собственно, со сборной России в качестве эстафеты, ну, участника эстафеты. Я даже знала, куда я еду, на что я готовлюсь, поэтому, конечно же, я отказалась. Вот. Это было выгодно? Выгодно кому? Тебе в плане финансов. Ну, конечно, мне, если бы я согласилась, я бы могла какие-то свои условия ставить, что мне необходимо и какую сумму бы я хотела. Но, честно говоря, я тогда даже не обсуждала. Просто не обсуждала, потому что у меня были немножко другие, ну, скажем так, моральные ценности. Потому что я шла к этой Олимпиаде конкретно за медалью, а не за какими-то, скажем, последствиями, которые были бы после нее. Условно так скажем. Еще раз, когда тебя звали? Уже после Олимпиады мне предлагали поехать в Турцию и уже выступать за сборную Турцию. Но там мне очень хорошие деньги предлагали, но я отказалась. Можно понять, насколько это хорошие деньги? Просто, ну, чтобы было понятно, мы примерно понимаем, что зарабатывают хоккеисты и футболисты, а как живут люди, у которых главный старт раз в 4 года, это, ну, сложно понимать. Но я скажу, что я бы заработала больше, чем за всю свою спортивную карьеру. То есть, Просто уехав туда. То есть Беларусь это было X, а Турция это было сколько X? 20 X? Ну, может быть так, да. Ну, да. Хорошо бы мне было. Обоснуй. Почему все-таки Беларусь? Ну, мне сложно это объяснить, почему. Я люблю свою страну, вот я не знаю почему. Я люблю ее, я здесь родилась, здесь мои близкие, мне здесь комфортно, в принципе комфортно. Не в плане какого-то
финансового комфорта, в плане просто комфортно. Мне всегда хочется вернуться домой. Вот я куда бы ни уезжала, где бы я ни находилась, мне хочется домой. И не только потому, что здесь мои родственники, потому что, мне здесь как-то вот нравится, что ли. Поэтому мне хотелось как-то, что вот о Беларуси узнали. Мне хотелось, вот когда особенно я завоевала свою первую олимпийскую медаль, так все так на меня посмотрели, я имею в виду такие страны, там, Америка, там, Франция. Там, Ты говоришь про конкретный случай, то есть да. это что, это раздевалка или где это было? Не, это в принципе, вот я завоевала медаль, и все на меня так случайность. Что за малая, да? Случайность, типа. Тогда я, в принципе, уже далеко не малая была, в принципе. Но когда я завоевала уже вторую медаль, там же на Олимпийских играх, понятно, что случайность слишком часто как-то получается. То есть люди признали, что, все-таки, значит, завоевала, уже не случайно. Нормально, такая малая, да? Ага, значит, Беларусь. Ага, что это за страна? То есть, и мне уже было, какая-то гордость за то, что, о нас узнали, то есть мы в плавании уже заняли какой-то вес, я говорю за страну все, и интересуются уже, начинают интересоваться, а что, как, вот, почему, как-то. У меня была лично такая гордость, что вот благодаря моим успехам, узнали, что такое Беларусь. Как бы это ни звучало вот так пафосно, но для меня это было очень таким важным моментом, и мне реально было приятно. Слушай, по пафосу у тебя все очень хорошо. Еще одна твоя фраза пафосная, что да. я выхожу выступать не за себя, а за страну. Все верно. Как это на практике выражается? В каких-то благодарностях, когда ты приезжаешь сюда, либо конкретных людях, либо в чем? Я когда раньше, до, наверное, Лондона, у меня было такое внутреннее какое-то такое понимание того, что вот я перед стартом, я не заходила ни в какие соцсети, и было такое, что я очень много энергии потрачу на это, и я вообще не хочу на это все распыляться. Но конкретно не перед Лондоном, а уже там непосредственно, когда я находилась, я прям почувствовала какое-то такое желание острое, что мне нужно зайти, и нужно обязательно. И я помню, что я зашла в соцсети, и столько позитива, столько положительных эмоций, сколько я тогда получила, неожиданно, как говорится, насколько поддерживали меня, насколько многие, даже те, кто меня не лично не знал, желали мне удачи на этих стартах и верил в меня, верил в мой успех. Я настолько этим зарядилась, настолько для меня это было неожиданно, как-то что столько прям, что я когда уже выходила на старт, я вспоминала эти сообщения, эти послания, которые были. И, я скажу, что мне это очень помогло, честно. На тот момент я прям чувствовала, я понимала, что уже я не одна выхожу на старт. За мной эти сотни людей, которые, переживают, сидят перед экранами. Я понимаю, я не могу, опозориться просто, потому что я опозорюсь не одна, а с теми сотнями, которые за мной, за моей спиной стоят. Поэтому я говорю о том, что я выхожу не только за себя, я выхожу за всех тех, кто верит в меня, за тех, кто помогал мне, за тех, кто готовился со мной, за моих близких, которые, в общем-то, всю жизнь помогали и жили моим этим спортивным. Слушай, а ты прям на тумбе об этом думала? Конечно, да? Безусловно. То есть я это все думала ровно до того момента, пока не прозвучал сигнал. Все. То есть мысли в голове, они же как эти... Слушай, я Сашу Романовскую об этом спрашивал, у нее перед трамплином, что она думает. А у тебя бывало такое, что совершенно левые мысли в голову лезут перед стартом? Бывало, наверное, честно говорю. Раньше, может, еще когда-то. Я просто помню даже, это не касается стартов, было на тренировке. Я плыву, и потом мне вдруг хочу голубец. Условно. Чего я его хочу? Почему? То есть такая какая-то дурацкая мысль. Хочу и прям так хочу, что чувствую... Плыву за голубцом. Да, и уже аж слюни текут. Я к тому, что я уверена, что какие-то такие мысли бывали, когда я готовилась к старту. Кстати, это хороший способ переключения.
кстати, у кого такие мысли, это хорошие мысли. Это к тому, что они переключают тебя от этой вот основной, убирают вот это вот негативные какие-то мысли, там, а вдруг мне что-то не получится или в таком плане, и как бы отводит тебя от них, вот, ну, допустим, голубец. Слушайте, пока вы пошли делать все голубцы, пожалуйста, подпишитесь на мой инстаграм и на Сашин, он будет указан внизу у нас в описании, и сделайте всем счастье. У Саши будет тогда 10 тысяч подписчиков, она сможет в сторис зашить наше интервью. Слушай, мы примерно все знаем, чем белорусы плохи. Ну, в плане там угрюмости, этой, там, отсутствия веры в будущее и так далее и тому подобное. А чем хороши белорусы? 2-3 качества. Ну, кстати, сейчас белорусы очень поменялись. Это следующий вопрос. Следующий, да? То есть я перескочила. Да и вот сейчас особенно это видно. Белорусы очень креативные, очень креативные. Чемпионы мира по плакатам. Очень. Это не... Ну, в принципе, сейчас просто очень сильно видно, да, проявление, но, в принципе, я скажу, что ведь многие белорусы почему раньше и уехали, и хорошо реализовали себя, потому что, ну, у них реально есть талант, у них реально есть видение вот какой-то картины мира. Они очень креативные, и они просто не вписались в ту систему, которая сейчас есть, поэтому им пришлось уехать. И вот, возвращаясь к следующему вопросу, переходя, то я вижу, что сейчас вот эта вот креативность, вот эта активность людей, она в таком на подъеме, на пике. И ну, реально я вижу, что настолько талантливых людей, которые просто пропадают, скажем, талант которых просто пропадает. Ведь столько можно было классных каких-то реализовать проектов, столько можно сделать классных вещей. Почему никто этим не пользуется? Вот у меня вопрос. Почему этим никто не пользуется? То есть нет системы, которая позволяет раскрывать лучшее качество людей, Конечно. У нас система вообще не позволяет раскрывать какие-то качества, в принципе. Закрывать только. Только закрывать, и только строго по инструкции, по шаблонам, и ни шагу назад, ни вправо, ни влево, вот только так. И сколько было случаев, когда у нас там молодые ребята заканчивали там спорт, свою какую-то там карьеру, и хотели свои идеи, вот свои какие-то внутренние, ну, вот чувства, как это, что должно быть, и он говорит: сядь, успокойся, ты чего тут суетишься? Это никому не надо. Ты на прощальной вечеринке своей, это была пресс-конференция, 2 в 1, объединили, да, вы анонсировали марафон, и ты прощалась со спортом. Сказала, что, надеюсь, Александр Григорьевич поймет мое решение. А сейчас ты надеешься, что Александр Григорьевич тебя поймет? Я все же до сих пор еще верю, надеюсь, что все-таки народ достучится, и что нас услышат, и хотя бы пойдут на диалог. Ну, просто так декларировать свои решения, ну, не решения, свои какие-то мнения. Я надеюсь на это, я очень этого хочу. Ты, мне кажется, очень убежденный. Да, безусловно. Но я ничего не делаю того, во что не верю. То есть, если я верю в успех, я до конца буду верить в него и до конца буду делать то, что я считаю приведет к успеху. У тебя амплитуды такие же, стандартные белорусские? То есть будни нас расстреляют, в воскресенье мы победим? Конечно, у меня бывают тяжелые дни. Но тут очень важно, и я это понимаю прекрасно, вот как тогда поняла и сейчас понимаю, что чем больше я буду вовлекаться вот в это нехорошее, весь в этот негатив, тем больше и дольше я буду в этом негативе копаться, разгребать вот это все. Поэтому как только какая-то негативная новость, какие-то вот события происходят, я принимаю. Да, они есть, я не могу отрицать, что они не случились. Но я стараюсь максимально избавиться от вот этих эмоций, которые пришла с этой новостью. Потому что если я вовлекаюсь, у меня весь день просто ушел никуда, просто. Плюс дома ребенок начинает нервничать, капризничать ни с того, ни с сего. То есть это вот как снежный ком, который нарастает. Как ты его разбиваешь? Поделись. Во-первых, просто, я же говорю, стараюсь вот эти вот мысли, которые приходят, да, все хреново, все плохо. Я говорю: нет, не так. Нет, не так. Да, сегодня плохо. Ну, плохо. Да, я принимаю, что это сегодня так случилось. Но завтра будет лучше. Я стараюсь максимально находить какие-то позитивные моменты в каких-то вещах. Я стараюсь, если совсем плохо,
посмотреть какой-нибудь фильм приятный, если, ну, конечно, если есть такая возможность. Сделать что-то такое, что мне приносит реальное удовольствие, и то, что, от чего я получаю реально позитив. И уже цепляться потом за это. То есть цепляться за те эмоции, за те чувства, которые во мне. И потихонечку уже выходить из этого вот уныния, скажем. Поэтому я стараюсь просто не раскачивать себя вот так вот. То расстреляю, то победим, расстреляет. Нет. Я стараюсь каждый день просыпаться с той мыслью, что я не делаю ничего плохого, я верю только в хорошее, и сегодня будет все классно. Приходит негативная новость, ну, может, не так классно, но будет же классно. Ну, как иначе. Окей. 3 кино от Саши Герасименко для поднятия настроения. Одно из таких фильмов, которые недавно смотрела, это «Святоша». Такой приятный, позитивный. Тоже смотрели старый фильм, это «Чего хотят женщины». И какой же фильм? Ну, это такой, может, не совсем такой «Восточный ветер», там такой несколько фильмов. Там. Совсем вообще, я не знаю, еще даже не досмотрела, но мне он тоже приятный, как бы там тоже такой достаточно позитивный, и мне вполне устраивает, скажем, на данный момент. Как все будет развиваться, по-твоему, дальше? Ну, то, что будет хуже, будет хуже. Ну, к сожалению. А как именно хуже? Что ты имеешь в виду? Я не знаю, как будет хуже, но то, что ожидать, что вот завтра все изменится, точно не будет. То есть я уверена, что сейчас начнут еще более жесткие меры какие-то применять. Уверена, что сейчас начнутся какие-то еще более гонения. Может быть, совсем дно днищем, где еще, казалось бы, уже некуда. Под глиной еще найдут что-нибудь. Но то, что будет еще больше беспредел, в ближайшее время будет. Но у меня есть стойкое такое чувство, что все это должно вот закончиться. Оно должно закончиться. И Чем? в ближайшее время. То, зачем мы боремся. Нашей свободой, нашим правом, нашим выбором и правом, скажем, голоса. Поэтому как будут развиваться события? Простите, я не Нострадамус, я не могу сказать. Что будет аналогичное? Но то, что будет все хорошо, у меня вот есть такое чувство. Когда? Надеюсь, когда зима закончится, а может раньше. Может раньше, но я вот пока в такой, может быть, в каком-то таком легком коконе живу, опять-таки для того, что для своего спокойствия, для своего вот этого внутренней гармонии, что все будет хорошо, я в этом уверена абсолютно. Но надо подождать, и надо перетерпеть. Потому что сейчас когда это сейчас будет все происходить, очень много будет кто падать духом, очень много кто будет все пропало, все было напрасно. Но я хочу сказать, что не стоит вообще терять вот эту веру. Да, вы можете не ходить на митинги, можете не участвовать в каких-то там активных действиях, но вот эту веру терять нельзя ни в коем случае. А пока мы не теряем веру в себя, пожалуйста, подпишитесь на нас, полайкайте, прокомментируйте нас, сделайте как можно больше действий, чтобы мы всем вылазили, пока есть такая возможность в YouTube. Ты получила 2 государственных награды, достаточно высоких. Расскажи оба раза, как было. Сама церемония. Собрали определенную группу людей, которые показали определенные успехи на прошедших каких-то соревнованиях и вручили награды. Первый раз, если я не ошибаюсь, даже, по-моему, не президент нам вручал. А уже второй раз, когда было уже, видимо, во Дворце Независимости, нам уже, вручал непосредственно президент. Вызывали по очереди, поздравляли, давали награду. Все. И все. А тогда видела Лукашенко первый раз? Нет, конечно. Расскажи мне про первый раз. Ой, я была еще очень юная. У меня были тогда первые успехи в плавании. И я помню, что я праздновала Новый год, как и все. И праздновала, помню, тогда не дома, была в гостях, и мне позвонили и сказали, что 1 числа я должна быть на елке. Я уже была в гостях. Естественно, что 1 числа с утра я не буду дома. Это логично. Я помню, я пришла в джинсах, в свитере и в кроссовках.
А там люди были в вечерних платьях. Я не знаю, как меня пустили. Честно говоря, так было. Ну, конечно, неудобно было, но я понимаю, что я ради этого не готова ехать домой и как бы менять свой гардероб, чтобы приехать на елку красивой, условно. А тебе объяснили, что это президентская елка? Ну, что конечно. Это как бы топ-левел? Конечно. Ну, я же говорю, у меня есть свои приоритеты, поэтому я как бы выбрала все-таки отдыхать с друзьями, отпраздновать свой день рождения, в конце концов, в кругу друзей, чем бежать домой, как-то переодеваться. Ну, для меня это условности, скажем. Если мне хотят видеть, какая разница, в чем я буду? Буду я в вечернем платье или как бы... Ну, ты сильно, конечно, появилась, да? Ну, мне было, конечно, некомфортно, потому что, все были такие прям вау, а тут я такая вот. Плюс еще, как я поняла, был запланирован танец со мной. Ну, там я, как говорится, опозорилась по полной. Расскажи. Ну, меня пригласил президент на танец, и я вот такая красивая с ним танцевала. Ну, ты примерно как сейчас, да? Ну, еще проще. Повседневное, скажем, совсем в повседневное дело. А вы что танцевали с ним? Ну, какой-то был медленный Просто танец. медлячок, да? Да. Ага. А вы общались в это время? Ну, пытались как-то, было, музыка громко, шумно, поэтому, естественно, там как-то особо не пообщаешься. Я уже понял, что это очень непосредственно было в тот момент, по крайней мере. Но у тебя не было никакого ступора в плане того, что вот президент, сейчас буду с ним танцевать, все эти дела? Я могу сказать, что на тот момент мне было приятно, как спортсмену, что меня вот президент, во-первых, пригласили на елку, во-вторых, что меня на танец позвали. Ну, как бы это так было. Вау, наверное, круто, здорово, что я была молодая, мне было все так интересно. Экспириенс. Да, то есть, как бы никаких каких-то там, я не знаю, дискомфорта я в этом плане не ощущала. Я так, как бы, я же не в том, как бы я очень такая аккуратная, но не стеснительная, не робкая, поэтому я могла задавать вопросы, могла что-то как-то общаться вполне свободно. Ты задавала вопросы президенту? Да, я помню, что-то спрашивала, занимался ли он спортом, в таком, я уже не помню, это было... Ну, это был small talk такой. Очень давно, не очень... очень давно. Ага. Поэтому, да, это было буквально там пару минут. А тебе в итоге никто не сделал замечания? Нет. Были ли у тебя когда-то периоды, в которые ты восхищалась Лукашенко? Для того, чтобы восхищаться человеком, человек должен сделать что-то такое, чтобы меня совсем это... Мне сложно сказать, вряд ли. То есть у меня были моменты, вот как я сказала, что я чувствовала, что... Что тебе сделал приятно? Что, не то, что это престижно, но что это, круто же, когда там президент тебе жмет руку, что вот тебя приветствуют, тебя, как бы отметили. И на самом деле, да, как бы для меня это реально было приятно. И когда награждали, я понимала, что, я, значит, чего-то стою, раз сам президент, собственно, меня приглашал и вручал награды. Такие моменты были. Но чтобы восхищаться, наверное, как-то и не было. Слушай, формируется четкое впечатление, что ты была его любимицей. Разве? Есть такое. Вот я два дня готовился, как бы, вполне себе. Нет, у меня наоборот, как бы были почему-то ощущения, что он очень не любил вообще плавание, пловцов. Это ты про историю, что плавание можно срезать немножко на Олимпиаде? Вообще, в принципе, высказывания какие-то, то, что можно было заметить, что плавание не любили. Плюс то, что моя, скажем, такая открытость и возможность сказать то, что я думаю, за это меня тоже не любили. И когда я несколько лет была в черном списке, так сказать, когда меня не приглашали на какие-то вот такие торжественные мероприятия. Поэтому у меня было четкое понимание, что, как бы, мне невозможно было не отметить, потому что я все-таки... Привезла медальку. Да, привозила медали, но особой симпатии ко мне никогда не испытывала. Сколько было лет в Благовесте? Пару лет, наверное, точно. То есть, я понимаю, это до Рио? Или после Рио? После, наверное. Я уже не помню, когда я там высказывала себе флаги, и когда я голосовала не за того кандидата. А ты можешь сказать, за кого ты раньше голосовала? Чаще всего голосовала против всех, потому что я не видела никаких кандидатов достойных, чтобы представлять нашу страну.
Ну, 4 года назад была кандидат женщины. Короткевич. Да-да-да. И я вот почему-то решила, что почему бы не попробовать дать шанс. Тогда проголосовала, об этом заявила и попала в черный список. А сейчас ты голосовал тоже за женщину? Сейчас я не голосовала, потому что меня не было вообще в стране. Честно говоря, у меня тоже была такая, ну, как у многих белорусов, позиция, ну, а что мой голос решает, по сути. Как бы я думаю, ну, то, что у меня не будет возможности проголосовать, это ничего не изменит. Поэтому, ну, как-то так спокойно к этому отнеслась. Тем более, что очень часто мы раньше до этого, не часто, но бывали случаи, когда мы не могли голосовать, потому что уезжали, где-то были на соревнованиях, у нас как раз самый сезон летом, и ну, мы не голосовали. От этого ничего не менялось абсолютно. А когда ты поняла, что зря была такой инертной и что вода пошла? Ну, в этом году, естественно, поняли это много в этот раз. Ну, то есть 9-го ты этого не понимала, потому что, в принципе, и не могла, и не собиралась идти голосовать? Не собирались, и многие, как говорили, тоже не собирались, потому что понимали, что ничего не изменит. Как бы ни проголосовали, что бы ни сделали, ну, ничего не изменится, к сожалению, в стране. Когда поняла, ну, когда увидела, что люди встали, когда вот произошел весь этот ужас, весь этот кошмар, а люди встали. И встали, и они уже поняли, что если они сейчас не проявят свою позицию, то все, мы потеряем страну, по сути. И как это, вот я почувствовала вот это внутреннее, что вот оно. Один в поле не воин, по сути, да, ты можешь один ходить, кричать, но тебя тихонько уберут, и, собственно, все. А когда ты понимаешь, что сотни тысяч людей, и они солидарны, то ну, пройти мимо невозможно. Ты не испытывала суперпиетета по отношению к президенту, но, тем не менее, в 18-м или в каком году ты писала письмо на его имя по поводу выделения земельного участка. Расскажи мне, пожалуйста, про эту историю. Ну, как многие тоже думают, что мы там спортсмены, у нас там квартиры, машины, как это, пусть отдают свои квартиры, машины. Так мне же никто их не дарил никогда, ни квартиру, ни машины. То есть, по сути, государство, ну, как бы вот, кроме зарплаты, естественно, премиальных, допустим, за Олимпийские игры, я лично ничего не получала. И да, я написала письмо, так как я хочу, и я хотела и хочу жить в своей стране, я хочу продолжать и, ну, свою деятельность, передавать свой опыт. У меня есть такая внутренняя потребность. И я написала о том, что я вот прошу выделить мне участок для того, чтобы я находилась здесь, для того, чтобы я жила, собственно, продолжала здесь работать. И да, на тот момент, ну, хотя я ожидала разного, но мне дали согласие и выделили участок. Как вы это обсуждали, я не знаю, с мужем, с близкими, да, что нам нужен наиболее действенный способ вот в плане этого прошения, да, и поэтому вы обратились к президенту? А по-другому, ну, эти вопросы не решаются. Поэтому я понимала, что, ну, у нас, скажем, много спортсменов, которые получили уже участки когда-то раньше, и, ну, только так, только таким способом. Многие говорят, что Герасимене не повезло выступать в период, когда квартиры не давали. Ну да, тут на самом деле все зависело от настроения главного, скажем так. То есть там в Пекине, когда настроение было хорошее, получили, ну, все, кто писал. Когда-то я тоже писала после Лондона просьбу о том, что вот можно ли мне получить квартиру. Ну, тогда всем пришел отказ, Олимпиада считалась неудовлетворительно. Соответственно, все, кто писал заявление и просьбы на квартиру, они получили отказ. Ну, я в том числе. Ну, я получила отказ, ну что сделать? Но нет, и как бы спроса нет. И все, уже тогда начала с помощью там, своих каких-то средств искать возможность, чтобы построить квартиру. Ты построилась? Построилась? Кредитовалась? Нет. Все за свои? Все за свои. Ну, в частности, за какие-то средства. Плюс у меня же был контракт с Беларусьбанком, что мне тоже, конечно, позволило вот построить квартиру и жить в квартире своей. Слушай, дай мне понять, насколько выгодно сотрудничать с Беларусьбанком? Это на сколько лет был контракт? Контракт у меня был на 5 лет, по-моему, если не ошибаюсь. И сумма? Суммы у меня были хорошие, приличные. То
То есть, ну, конечно, начинали мы с одних, потом, мягко говоря, когда мой успех чуть-чуть падал, сумма менялась уже, но мы говорили, что у меня было больше 100 тысяч в год. В год. Ну, то есть, в принципе, на эти деньги ты могла квартиру Конечно, построить. то есть я уже могла построить квартиры и сделать на них ремонт. А у тебя сейчас на том участке, который тебе выделили, идет стройка? Да, конечно. У тебя нет опасений по поводу перспектив этого участка ввиду твоих последних высказываний? Ну, конечно. Конечно, я понимаю, что, как и все у нас сейчас в стране, можно просто забрать, не знаю, каким-то образом, я даже не знаю, каким образом. Но да, я понимаю это вполне. Раз вы, ребят, на все готовы, Саша вот на все готова, то обязательно подпишитесь на канал. И еще подпишитесь, пожалуйста, на канал Чеснок. Сашу на неделе забанили, это наш дружественный канал, и мне бы хотелось, чтобы у него было больше в жизни радости, как у Саши в глазах. Почему ты решила получать неспортивное образование? Хороший вопрос. Ну, я понимала, что спорт когда-то закончится. К сожалению, у нас в стране, если ты без диплома, то ты никому не нужен. Ну, так условно. В принципе, никого не интересуют те какие-то знания, какие-то твой опыт. Если у тебя нет диплома, ты никто. Ну, условно. Поэтому я понимала, что мне нужно получить дополнительное образование, если вдруг, ну, как для подстраховки, я закончу спорт, я не найду себя где-то в жизни и пойду просто работать. Ну, куда-то пойду работать, и вот мне понадобится это образование. Не понадобилось. Пока что. Ну, я не планирую тоже работать, ну, так, условно, на дядю. Мне интересно, по крайней мере, в той... Не то, что я неправильно выразилась. Вот в той системе, в которой мы сейчас, я не планирую работать на дядю, потому что, ну, это печально. Я не хочу, чтобы мне указывали, что мне делать, как мне это делать, и чтобы как-то жить по расписанию, такому шаблону. У меня есть какие-то определенные свои какие-то моральные принципы, и я не готова сидеть в офисе там, по 20 часов, ну, просто чтобы сидеть, не потому что я готова сидеть по 20 часов. У меня есть ощущение, что ты не готова и 8 сидеть. Ну, естественно. Я к тому, что я готова сидеть 20 часов, если это будет реально работа, которую необходимо будет потратить вот это время. Но сидеть просто, оп, обед, пойдемте-ка пообедаем, оп, рабочий день начался. Ну, то есть жить по часам — это абсолютно не рационально. И как бы зачем тратить время на то, чтобы просто приехать на работу, в офис куда-нибудь, посидеть там, сделать какое-то дело и уехать, если я могу там дома поработать с более эффективным, скажем, эффективной отдачей. Ну, как бы вот этого я не понимаю. Поэтому я и говорю, что мне очень сложно вписаться в систему, потому что для меня, ну, это дико. Сейчас как бы весь мир работает там удаленно, условно, и гораздо эффективнее. Поэтому понадобится мое образование, не понадобится, ну, как бы, я считаю, что мы отстали очень сильно, к сожалению, и нас учат не тому, что сейчас. Вообще, когда ты учишься, в принципе, ты уже отстаешь, потому что когда ты закончишь обучение, то, что тебя учили, изучать будет не актуально, потому что мир не стоит на месте. А когда тебя учат еще то, что было там лет 10 назад, ну это вообще не актуально. Даже у нас в университете был преподаватель, который говорил, что хорошо, вот классно то, что преподаватель, плюс еще имел практику, реальную практику, то есть не просто вот в университете, а еще работал там. И она говорила тогда, что так, вот это вам надо, чтобы сдать экзамен, вот это запомните. А вот это то, что вам пригодится вот реально. Ну, знаете, насколько это дико звучит, да? То есть, а зачем нам учиться в университете, если нас учат тому, что было? Так это, ну, как история там, ну, которую мы сами можем там, взять, если что, почитать. Зачем нам этому учиться, как бы? Учите нас тому, что сейчас есть. Но учитывая, что мы так отстаем на много лет, очень на много лет, то как бы, ну, не знаю, обучение вообще, я считаю, большой-большой вопрос. Объясни мне, почему так много спортсменов теряются после окончания профессиональной карьеры? Ну, опять-таки повторюсь, то, что они никому не нужны. Их опыт, их знания, их умения никому не нужны. Им нужны люди, которые будут строго выполнять какой-то шаблон. Вот шаблон, чтобы они жили, делали так. Многие спортсмены, они просто не готовы в этом. Вот. Они вот привыкли быть свободны в каких-то своих действиях, привыкли как-то что-то креативить, как-то в творчество проявлять в своей профессии. А тут сидишь и вот с 8 до 8, да?
Многие теряются, потому что ну, вот у них было тоже вот какой-то такой, как информационный пузырь. Они жили в какой-то своей зоне комфорта. Как я сейчас тоже говорю, вот там, наша молодежь. Они приезжают на сборы, им, там кровать застелили, обед приготовили, вот все вот это сделали, а потом это все заканчивается. Они ничего не умеют. Ну, просто ничего не умеют люди, кроме как вот плавать, допустим. И какого-то планирования, дальнейшего видения, ну, нету, потому что, ну, жили вот сегодняшним днем, как бы вчерашним даже днем, и все. А у тебя были такие проблемы, когда закончила? У меня были такие мысли, когда я еще не закончила. Я понимала, что, блин, ну, то есть у меня были такие опасения, я же закончу. Тебе страшно? Конечно, страшно. То есть, блин, я же, наверное, ничего не умею. А как я буду жить дальше? Я вот умею плавать там хорошо, ну вот это еще умею хорошо делать, там вот это. Ну это вот поможет ли мне это в жизни, скажем дальше? Конечно, я переживала по этому поводу, поэтому для меня как бы решение закончить карьеру, оно было такое, прям, ну, как это, вот прям закрыть дверь и все. Рубрика «Букинистика». Что ты последнее читала? Я скажу одну из книг, которая мне, помню, очень понравилась, которая, ну, очень много вызвала в мне эмоций, скажем так. Не совсем, может, приятных, но просто эмоции. Это была книга Пруса «Фараон». Мне в конце, у меня прям такое негодование было, что я аж прям не знала, на кого возмутиться. На книжку как бы швырнуть ее, но ну, что с ней сделаешь? Книжка книжкой. Хорошо, давай для пользы, для просвещения. 3 книжки от Александра Герасимени. Ну, вот первую я назвала, это вот «Пруса «Фараон». Потом мне очень еще нравится, в принципе, Гюго, «Человек, который смеется». Книжка тоже, которая была толстая, но мне очень понравилась, и она такая позитивная. И одну, кстати, из последних книжек, которые я прочитала, это вот «Отверженные». И я потом даже еще фильм посмотрела. Я вообще обожаю читать книги, а потом как раз-таки смотреть фильм вот, и сравнивать как бы мое видение ситуации, ну, с режиссерами, те, кто уже этот фильм делал. Жень, ты любишь все книжки, которыми декорируют вот такие дешевые студии, да? Ну, тут не все есть, но тут, да. Сейчас говорят очень, не говорят, я много, в принципе, слышала про эту книгу «Атлант расправил плечи», и я вот очень хочу его почитать. Ты любишь толстые книги, да? Я не знаю, насколько, я еще не видела ее, как она выглядит, но в последнее время меня это вообще, в принципе, не пугает. Время, как говорится, у меня много. Я, в принципе, люблю просто бумажные варианты. Мне говорят, ну вот, здесь телефон. Я не люблю читать на телефоне, на компьютере. Мне надо вот бумажка, шуршание. Мне нужно закладочку положить, нужно вот такое вот тактильное. А какой у тебя был средний? Школку ты окончила? Ой, я, честно говоря, не помню. В принципе, я училась нормально. Ну, как бы я не была заучкой никогда. И у меня никогда не было там десятки, девятки. Но у меня не было там какого-то предмета, где, ну, я совсем была 0. Ну, я вот... Просто у меня были предметы, которые мне были неинтересны. Ну, мягко говоря. Там, ну, допустим, физика. Ну, вот почему-то мне никак. И я вот, ну, не хотела туда. Ну, я какой-то тот минимум знала, который необходим, чтобы там, ну, быть середнячком, да, скажем так, условно. И в итоге средний балл аттестата? Я не знаю, примерно 6-7, наверное, ну, в таком вот формате. Честно, не знаю. Неплохо. Там где-то ставится средний балл, Да. посмотреть. Когда поступаешь в БГУФ, когда ты поступала, смотрели твой средний балл. Я же поступала как спортсменка, а там... Олимпиаде. Да, и мне, чтобы поступить, мне нужно было сдать норматив, проплыть там по мастеру спорта, и тогда ты поступаешь без экзаменов. Поэтому вот у меня тогда такая была прерогатива, поэтому я даже не знаю ни своих средних баллов, ни среднего балла окончания института, но по мне оценки вообще это... Оно никак не показывает уровень твоих знаний. И уровень твоего интеллекта тем более. I got it. Спасибо большое. Ты много же договорила о своей готовности поработать с спортивным чиновником, но отмечала, что твои методы не будут поняты. Можешь пояснить? Я никогда не входила в струю систему. Я вообще считаю, что у нас очень много бюрократии. И, как я тоже уже высказывала, абсолютно непонятна для меня вообще работа нашего Министерства спорта, для чего она создана.
И, конечно же, мои методы, мои видения вообще развития нашего спорта в нашей стране как-то не будут восприняты при той власти, которая есть сейчас. Поэтому, наверное, поэтому мне никто не предлагал. Слушай, объясни мне просто на конкретном примере, что ты имеешь в виду? Это та история про то, что вам не нужно 8 часов работать, а вы можете работать так, как вы знаете, это хотите? Это одна из этого моря, которое вокруг. Это только, как это такая верхушка того айсберга на самом деле. Я просто, представьте, вот сколько людей работает в министерстве. Я лично, я не понимаю их функций. А сколько зарплат им платят, а сколько денег уходит туда. То есть вот эти все средства, которые уходят туда, можно было распределить по всем федерациям, назначить каждого ответственного за свой участок и развивать спорт. Развивать спорт. В принципе, тут можно часами разговаривать. У нас не только в спорте, у нас провалы во всех сферах и сферах образования. А учитывая, что есть провал в сфере образования, соответственно, оно пойдет на сферу спорта, потому что все уйдет же. Тренеры, все специалисты идут оттуда. А нас учат тому, что было 50 лет назад. Мир-то другой. И нужно как-то за этим успевать. В плане твоей встречи с системой 9, если не ошибаюсь, сентября, начинаются приколы с твоей школой. Не 9. 9 стало известно, по крайней мере. Да. Тебе не дали доступ сколько? В 2 из 3 твоих школ? В 2, в 3, там уже потихонечку они еще больше начинают. Чем закончилось? Еще пока не закончилось. Я пока сделала официальный запрос для того, чтобы мне дали официальный ответ. Почему? Потому что в августе, я так, предисловие было, что за неделю до начала сезона, а это представьте, мне для того, чтобы подготовиться к сезону, это надо 2-3 недели активной работы, собрать клиентов, организовать группы, распределить тренеров по расписанию, эти группы распределить по тем расписаниям, которые нам дали. И чаще всего нам приходится работать в таком аврале, потому что школа дает расписание чаще всего так уже ближе к сентябрю. Группы есть, но их приходится в общем, очень-очень большой объем работы, на самом деле. За неделю до начала сезона мне говорят, все прекрасно, все отлично, ждем, договор уже, подписайте. Я говорю, отлично, хорошо, приедем. И за 2 дня до этого мне говорят, ой, а у нас же коронавирус. Мы не можем работать сейчас, мы никого не пускаем. Я так, окей, что я могу сказать? Хорошо, говорю, когда мы сможем работать? Мы не знаем. У нас же как коронавирус будет развиваться? Я говорю, как коронавирус будет развиваться? Хорошо, подождем. При этом я узнаю, что в одних из школах уже начинают работать частники, уже группы запустились, уже все, у нас в клубе коронавирус, видно. Или наш клуб — это коронавирус для них. То есть везде коронавирус победили, а у вас в клубе нет? Да, а у нас как-то нет. И до сих пор я еще не получила ответа, что коронавирус-то прошел или нет. Если не касаться творческого и детского момента, что дети не могут сейчас заниматься, а бизнес сильно страдает? Безусловно, конечно. То есть, опять-таки, наш бизнес, условно скажем, пострадал еще, когда реально начался коронавирус, когда дети перестали ходить, когда мы вынуждены были закрыть занятия и, собственно, не осуществлять никакую деятельность. Все, скажем так, те оплаты, которые мы должны и за офисы, и за какие-то другие, мы все равно же должны платить. То есть оплаты полгода практически мы очень мало, скажем, что получали, но платили достаточно много. Соответственно, я уже зарплаты не видела, наверное, с апреля месяца, по сути. Но дело не в этом. Дело в том, что я могу временно приостановить деятельность, заняться чем-нибудь другим, но мне реально просто обидно за тех детей, за тех родителей, которые готовились, сколько месяцев не ходили. И ведь для них это не спорт,
не спорт высших достижений, не какие-то там тренировки. Для них это реально, во-первых, как оздоровление идет, во-вторых, как какое-то получение эмоционального ответа, в-третьих, ну, как кружок по интересам, встреча со знакомыми, друзьями. Ну, это же важно, как в школу, когда приходишь, ну, встречаешься, говорят, да. И я понимаю, что вот дети реально этого лишены. И у меня вот тогда вот вопрос просто. Они кого хотели наказать? Меня? Да, они сделали мне хуже, ну, я не получаю зарплату. Там. Ну, хорошо. И что? Ну, вопрос в том, что как бы они сделали хуже реально детям и не дали возможность им, ну, как у нас же в стране развивается физическая культура, то есть направленность идет, возможно. Они просто закрыли эту возможность для детей. И насколько вот это глупо, насколько это, ну, я не знаю, просто тупостью это не назовешь. Есть какая-то тупость, какой-то... Я не понимаю этих чиновников, которые вот пытаются как-то вот, особенно что касается детей, как-то перекрыть им возможность. Я не понимаю тех чиновников, которые забирают детей у родителей, пытаются, по крайней мере, забрать. Это насколько надо быть бесчеловечным, насколько надо быть вот бесчувственным, чтобы вот, ну, так, как поступать. Вот честно, для меня это загадка. Ну, хотя мы все видим, что у нас происходит, и вообще говорить о каких-то человеческих качествах, по-моему, абсолютно бесполезно. Чиновники от Фрунзенского района города Минска говорили о дороговизне твоих абонементов. Да, а потом мы, оказывается, узнаем, что наше время-то забрали другие частники. А эти частники, оказывается, не дешевле наших услуг оказывают. И тут, ну, такой, ну, тут уже чисто моральный аспект. Что значит, мы 5 лет сотрудничали, и как бы было недорого, а тут вдруг стало дорого. Тем более я очень всегда хорошо относилась, как бы, и я с пониманием отнеслась, если бы мне сказали, слушай, мы вот сейчас хотим свои группы открыть, мы вас подвинем. Хорошо? Я говорю, ну, конечно, дети, для меня дети святое. Если кого-то нет возможности заниматься у нас, ну пусть они занимаются в школе, ради бога. Как бы у каждого есть, ну пусть будет выбор. Но ведь мне никто такое не предлагал, не говорил. И я вам скажу, что создать группы и заполнить полностью на школу, это очень сложно. Это у нас какая большая работа, сколько людей необходимо для того, чтобы создать эти группы. А вот так вдруг ниоткуда сделать это за неделю, за 2 практически невозможно. Поэтому все те пункты, вот если пройтись конкретно, что мне ответили как бы в газете, условно так, ну, я считаю, что это просто, ну, так вот отстряхнули. Ну, надо же было что-то написать. Про тренер. Ну, посмотрите, какие у меня тренеры, кто у меня тренирует, какие у них звания. Там был еще момент, потому что ты редко там появлялась, а еще момент по дороговизне. Скажи, пожалуйста, я зашел, посмотрел, личная такая позиция в прейскуранте, личная консультация Александру Герасимени 100 рублей. Это много? Ну, каждый оценивает сам по себе, сколько это много. Тем более, что я, в принципе, у меня только в этом году появилась эта услуга, потому что у меня грудной ребенок, и я не могла позволить себе, скажем, просто... А что такое консультация? Что это за услуга? Консультация. Я оказываю непосредственно занятия в бассейне, провожу, скажем, тренировку, консультирую по вопросам питания, по вопросам того же... Ну, то есть ко мне могут обратиться и профессиональные спортсмены. То есть ты продаешь свой опыт? Конечно. Конечно. Конкурс. Да. Что ты нам принесла? Я принесла супер-пупер вкусный пряник. Сделанный как бы вручную. Ну, то есть, сама? Не сама, но под моим чутким руководством. Наш фирменный такой пряник нашего клуба. Ну, тут такая рыбка символично нарисована. Скажу, очень вкусно. Я сама, когда начинаю есть, не могу остановиться. Тем более, что все здесь натуральное, поэтому здесь... Ну и чтобы как бы подтвердить, что это я... Просто, да, мой автограф. Плюс у нас будет лот. Если человек из Минска, то ты будешь готова найти чуть-чуть времени, чтобы с ним там встретиться. Я постараюсь, да. Обязательно, что в Минске я это сделаю. Окей. У тебя
Нету пока своего фонда, но благотворительностью ты очень активно занимаешься. И дай бог, ты будешь продолжать ей заниматься в этой стране. Поэтому, ребятки, вы придумываете название благотворительного фонда Саши Герасимени, и вариант, который ей больше всего нравится, становится победителем, а победитель получает суперпряник и короткую встречу с Сашей. Голосуйте. Здорово. Класс. Спасибо тебе большое.